Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху. Мы с вами продолжаем говорить и брать правила из книги Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, из Корана, которое является руководством, верным руководством для нас. И мы, будучи мусульманами, теми людьми, которые поклоняемся Аллаху, верим в Аллаха Субханаху ва Тааля, верим в судный день, мы должны изучать этот Коран, воплощать его в жизнь и читать его. И не будет успешен тот человек, не будет человек счастлив, кроме как без книги Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Он не будет счастлив, не будет спокоен, пока не будет жить по тем правилам, по тем законам, которые Аллах Субханаху ва Тааля установил для него и дал ему, указал на это в Коране. И сегодняшнее наше правило, это кораническое правило, которое воздействует на веру и на воспитание. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум ва я'фу ан кафир». Аллах Субханаху ва Тааля говорит: любое бедствие, которое постигает вас, оно лишь за то, что приобрели ваши руки. И Он прощает вам многое. И в этом аяте Аллах Субханаху ва Тааля сообщает нам, что все бедствия, те бедствия, которые касаются нас в этой жизни, те проблемы, которые появляются у нас в жизни, те трудности, которые возникают у нас в жизни, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: это лишь за то, что приобрели ваши руки. То есть это за то, что вы сами совершили. И ведь Аллах, Он прощает вам многое. И в схожей формулировке Аллах Субханаху ва Тааля неоднократно повторяет в Коране данное правило. И его смысл также повторяется несколько раз в Коране. И вот некоторые схожие формулировки Аллах Субханаху ва Тааля говорит в суре Али Имран, в 165 аяте: «Авалямма асабаткум мусибатун кад асабтум мислейха культум анна хаза, куль хуа мин инди анфусикум, инна Аллаха аля кулли шейин кадир». Когда несчастье постигло вас, после того, как вы причинили им вдвое больше несчастья, вы сказали: откуда все это? Откуда это несчастье, которое постигло нас? Скажи: от вас самих, воистину Аллах способен на всякую вещь. То есть какое-то несчастье постигло людей, и эти люди сами сначала причинили вред другим людям. То есть они были несправедливы, они совершали какие-то несправедливые действия, и потом спросили, когда к ним пришли испытания, когда им несчастье их постигло, они спросили: откуда все это, за что нам это? И Аллах Субханаху ва Тааля сказал: скажи, о Мухаммад, от вас самих это. То есть это то, что приобрели ваши руки, и оно вам вернулось. В суре Ан-Ниса, 79 аяте, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ма асабака мин хасанатин фамин Аллах, ва ма асабака мин саййатин фамин нафсик, ва арсалнака линнаси расуля, ва кафа биллахи шахида». Аллах Субханаху ва Тааля говорит: все хорошее, что постигает тебя, приходит от Аллаха. А все плохое, что постигает тебя, приходит от тебя самого. То есть причиной этого плохого, что с тобой случается, являешься ты сам. Ты сам являешься причиной того, что к тебе приходит зло, что тебя постигает несчастье, что тебя постигает трудности. И Аллах Субханаху ва Тааля, это уже 3-4 аят, который мы приводим с одним и тем же смыслом. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит в следующей суре: «Валяуля ан тусибахум мусибатун бима каддамат айдихим, фаякулуна раббана арсальта илейна расулян фанаттаби'a аятика ва накуна миналь му'минин». А если бы этого не произошло, и если бы их не постигло несчастье,
за то, что приготовили их руки. То есть, вот Аллах Субхану ва Тааля говорит, что это несчастье постигло их по причине того, что приготовили их руки. То есть Аллах говорит, если бы не произошло это, если бы этого не произошло, и если бы их постигло несчастье за то, что приготовили их руки. И Аллах Субхану ва Тааля в этом аяте также сообщает нам, что те трудности, те проблемы, которые несчастье приходят людям, это из-за их рук. Что касается аятов, утверждающих этот смысл, то их очень много. Например, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вама кана раббука мухликал кура хатта яб'атha фи уммиха расуля, ятлу алейхим аятина, вама кунна мухликал кура илля ва ахлуха залимун». Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Твой Господь не уничтожал селения, пока не отправлял важнейшие из них посланника». То есть, когда Аллах Субхану ва Тааля, Он не умертвлял, Он не уничтожал какое-то селение, пока не отправлял в эти селения, то есть большие эти селения, да, пока Он не отправлял к ним посланников, который читал им наши аяты. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Мы не уничтожали селения, если только их жители не были беззаконниками». То есть, те трудности, те испытания, те наказания, те проблемы, которые к ним пришли, они пришли только по причине их беззакония. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля также говорит: «Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки». «Захара аль-фасаду фил барри валь бахри бима касабат айдин нас». Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки. То есть из-за людей, из-за поступков людей на море и на суше появляется зло, появляются проблемы, трудности, болезни и так далее. Чтобы они включили часть того, что они натворили. То есть то зло, то греховное, что ты делаешь, то греховное, что человек делает, те проступки, которые человек делает, то беззаконие, которое человек совершает, оно возвращается ему в виде каких-то трудностей, болезней, проблем, наказаний и так далее. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, для чего им Аллах Субхану ва Тааля вот эти проблемы, вот эти трудности дает. Он говорит, чтобы они вернулись на прямой путь. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля также говорит: Аллах услышал слова тех, которые сказали: Аллах беден, а мы богаты. Мы запишем то, что они сказали, и то, как несправедливо они убивали пророков, и скажем: вкусите мучение от обжигающего огня. Это за то, что приготовили ваши руки, ведь Аллах не поступает несправедливо с рабами. Аллах Субхану ва Тааля здесь опять предупреждает, устрашает нас тем, что говорит, что вот эти народы, они бесчинствовали, они были беззаконниками, они были несправедливыми, и Аллах Субхану ва Тааля наказал некоторых из них уже в этом мире, а кого-то еще накажет и в будущем, в ахирате, чем обжигающим огнем. И это все за что Аллах Тааля говорит? За то, что приготовили ваши руки. То есть за то, что они совершали. За то несправедливость, за то беззаконие. Также Аллах Субхану ва Тааля говорит: когда мы даем людям вкусить милость, они радуются ей. Когда же зло постигает их за то, что приготовили их руки, они тотчас приходят в отчаяние. Когда человеку приходит хорошее, он радуется. Он радуется, хотя это от Аллаха, это милость Аллаха, да, то есть это не из-за тебя, не из-за твоих каких-то сил, возможностей, это от Аллаха. А когда постигает его несчастье, то он что? Приходит в отчаяние, но это несчастье его постигло по причине его руки, по причине его поступков, по причине его несправедливости, по причине его беззакония. И ученые делают заключение, и они, исследовав и проанализировав данные аяты, они говорят: Коран неоднократно разъясняет, что Аллах не губил никого и не наказывал никого, кроме как по причине греха. Всех, кого Аллах Субхану ва Тааля наказал, все народы, которых постигло какие-то несчастья, какие-то наказания, будь это потоп, будь это засуха, будь это что-то другое, это все постигало их по причине их грехов.
Смысл, на который указывают эти благородные аяты, также утверждается и другим откровением, а именно хадисами посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И в одном из хадисов, который передает Абу Зар, радийаллаху анху, сказано, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, передавая слова Всевышнего Аллаха, то есть это хадис Кудси, Аллах, всемогущий, Он великий, сказал: ведь это лишь ваши деяния. Я подсчитаю их для вас, затем воздам вам за них сполна. И пусть тот, кто обнаружит благо, воздаст хвалу Аллаху, а тот, кто обнаружит иное, кроме блага, пусть ни в коем случае не винит никого, кроме себя. Это хадис Кудси, который передает, то есть это слова Аллаха субханаху ва тааля устами пророка, саллиллаху алейхи вассалям. То есть смысл от Аллаха, слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и этот хадис передал имам Муслим. И Аллах Та'аля сказал, пусть ни в коем случае не винит никого, кроме себя, если его постигает что-то иное, кроме благого. В другом хадисе, который передал Шаддат ибн Аус, да будет доволен им Аллах, сказано, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: главная мольба о прощении это то, когда ты говоришь: «О Аллах, Ты мой Господь, нет никого иного, кроме Тебя, Ты создал меня, и я Твой раб. Халяктани ва ана абдук ва ана аля ахдик». И я буду блюсти то, в чем я обязался перед Тобой и обещал Тебе, насколько смогу. Я ищу защиты у Тебя от зла, что совершил, и я признаю Твою милость ко мне за Тобой и признаюсь перед Тобой в своем грехе. Прости же мне, ведь поистине никто не прощает грехи, кроме Тебя. «Анта Рабби ла илляха илля ант, халактани ва ана абдук ва ана аля ахдик, ва ва'дука мастата'ат, ва а'удhu бика мин шарри ма сана'ат». То есть это дуа, который пророк, саллиллаху алейхи вассалям, делал. Это дуа, который делал. И в этом дуа что? Человек говорит: я признаю Твою милость ко мне за Тобой и признаюсь Тебе перед Тобой в своем грехе. Прости же мне, ведь поистине никто не прощает грехи, кроме Тебя. И в достоверных сборниках также приводится сообщение о том, что Абу Бакр, радийаллаху анху, попросил пророка, саллиллаху алейхи вассалям, научить его дуа, с которой он мог бы обращаться к Аллаху при совершении молитвы. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал ему: скажи: «О Аллах, поистине я премного поступал несправедливо сам к себе, и никто, кроме Тебя, не прощает грехи. Так даруй же мне прощение от Тебя и будь милостив ко мне, ведь поистине Ты прощающий и милостивый». То есть Абу Бакр попросил пророка, саллиллаху алейхи вассалям, научить его дуа, чтобы Абу Бакр делал это дуа. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, какое дуа научил Абу Бакру? Дуа, в котором человек говорит, признает, во-первых, что он поступал несправедливо сам к себе, и он признает, что никто, кроме Аллаха, не прощает грехи, и просит Аллаха о прощении и милости. И только если мы задумаемся над этими хадисами и обратим внимание, кто спросил и кто ответил. Кто спросил и кто ответил? Спросил Абу Бакр, правдивейший человек, о котором неоднократно свидетельствовал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, что он войдет в рай. А ответил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, искренне советующий и заботливый. И несмотря на это, он, саллиллаху алейхи вассалям, просит, какое дуа научил, где Абу Бакр бы признавал свои грехи и говорил, то есть он просит его признавать свои грехи и большую несправедливость и просить своего Господа о прощении и милости. И здесь задается вопрос, если это дуа научил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, Абу Бакру, который был обрадован раем при жизни, Абу Бакру, который был правдивейшим человеком, который был лучшим человеком после пророков. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, завещал ему и научил ему дуа, в котором бы Абу Бакр, признавая свои грехи, просил у Аллаха прощения за свои грехи.
за свою несправедливость, которую он совершает. А что говорить о других людях, помимо Абу Бакра, радийаллаху анху? Что говорить о нас, о нашем времени? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тем самым показывал, насколько важно, чтобы человек признавал свои грехи и делал тауба, покаялся на своих грехах. И многие народы, мы до этого приводили аяты, что все народы, которые Аллах Субханаху ва Тааля наказывал, Он наказывал их по причине их грехов. По причине их грехов. Где были грешники, где грешили, Аллах Субханаху ва Тааля наказывал эти народы. И мы должны каждый эти аяты пропустить через себя. Пропустить через себя, посмотреть, как я отношусь к своим грехам. Насколько я обращаю внимание на свои грехи. Признаю ли я свои грехи? Прошу ли я прощения у Аллаха за свои грехи? А ведь самое страшное, когда человек не признает свои грехи. Он не видит, что он грешит, не признает, что он грешит. Он слеп по отношению к грехам. Это самое страшное. И ведь мы сказали, что Аллах Субханаху ва Тааля, Он наказывает. Он не спосылает беды, не спосылает проблемы, трудности. И если мы внимательно посмотрим на нынешнее время, да, сколько сейчас трудностей появилось, сколько болезней появилось новых, сколько проблем. И, к сожалению, человек не хочет понимать и не понимает, что это все по причине него самого же происходит. Он является причиной этих трудностей. Человек сам является причиной этих болезней, этих испытаний, этих наказаний каких-то, проблем, трудностей. Но, к сожалению, что человек не спешит признавать свои грехи и каяться. Он не хочет посмотреть на себя, оценить себя и исправить себя. Но если мы вернемся к этому правилу, что Аллах Субханаху ва Тааля сказал: какое бы несчастье вас не постигло, какая бы беда к вам не пришла, она по причине ваших рук. По причине твоих рук. Что-то ты не так совершил. Если мы посмотрим на сподвижников, радийаллаху анхум, то некоторые из них говорили, когда мы совершали какой-то проступок, когда мы совершали какой-то грех, проступок, то есть они, во-первых, они признавали, что это их проступок. То есть когда человек говорит о себе, говорит так: когда я совершал какой-то проступок, значит, он его совершил и потом понял, что он совершил проступок и покаялся. И они говорят, когда мы совершили проступок, мы видели след своего проступка, своего греха на своих верховых животных и на своих женах. Появлялись какие-то проблемы. Животное не слушалось, жена какая-то тоже непослушная становилась, какие-то проблемы в взаимоотношениях появлялись. Животное переставало слушаться, и они пытания, трудность. И знаете, что он сказал? Он вспомнил какой-то свой грех, который он совершил много-много лет назад. Очень много лет назад. И он сказал себе, это по причине того греха, который я совершил. То есть Абу Бакр, радийаллаху анху, признал свой, Ахмад ибн Ханбаль, тут надо представить только, насколько эти люди помнили свои грехи. Они помнили свои грехи, свои проступки какие-то, которые они совершали. И потом, когда через много лет к нему пришла какая-то трудность, какая-то проблема, он сказал, что это за тот грех, который я тогда совершил. То есть сподвижники тоже, да, они видели вот эти следы своих проступков и грехов на своих верховых животных и на своих семьях. А что говорить о нас? Мы даже не задумываемся об этом. Всегда живем с проблемами, у нас каждый день какие-то проблемы, но иногда даже не задумываемся, не останавливаемся, не думаем, что эти проблемы – это же от наших рук. Эти трудности – это из-за того, что совершили наши руки. И поэтому нужно вернуться к Аллаху Субханаху ва Тааля, покаяться, сделать тауба, признать свои грехи. Признать свои грехи. Вернуться к сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, посмотреть, какие дуа советовал делать посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, своим сподвижникам.
Таким образом, если мы уяснили для себя шариатскую истину, которая заключается в том, что причиной наказания как общего, так и частного являются грехи, то каждый разумный человек должен начать с самого себя и искать свои ошибки, просить Господа о том, чтобы Он открыл глаза на них. То, что ты не видишь свои грехи, это плохо. И чтобы увидеть их, чтобы начать видеть свои грехи, иногда бывает же такое, человек что-то делает, ты смотришь на него, понимаешь, что это грех, объясняешь ему, а он не понимает, что это грех. Он не видит в этом греха. И то есть человек не может увидеть грех. И тогда мы должны у Аллаха Субхану ва Тааля просить, чтобы Он нам дал вот это ясное видение, чтобы мы умели видеть свои грехи, свои проступки, свои какие-то те беззакония, ту несправедливость, которую мы совершали когда-нибудь, чтобы мы это видели и просили у Аллаха Субхану ва Тааля прощения за них. Ведь среди людей есть такие, которые охотно совершают грех за грехом, ошибку за ошибкой, не обращая внимания, не обращая на это особого внимания, а иногда даже вообще относятся к этому беспечно. И страшно, какая будет участь этого человека. Что может постигнуть этого человека? Ведь Аллах Субханаху ва Тааля приводит в Коране столько историй касаемо народов, которых Он наказал. Для чего? Для назидания нам. Чтобы мы взяли с этого урок. Но человек не хочет. Человек не хочет возвращаться к своим проступкам. Человек не хочет посмотреть на свои грехи, признать их, попросить у Аллаха Субханаху ва Тааля прощения. А ведь если человек так не сделает, то наказание Аллаха может быть близко для этого человека. А бывает и так, что человек считает свои действия правильными. Иногда он совершает грех, несправедливость, но он оправдывает себя и считает это правдой. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля защитит нас от этого. Если он не осознает греховности своих поступков, после обрушившихся наказаний на него, то беда увеличивается в разы. И ученые, да помилует их всех Аллах, сказали следующее. Признание своих грехов и того, что Аллах даровал им власть над ним из-за его греховности, то есть признание своих грехов и того, что Аллах даровал им власть над ним из-за его греховности. Как говорит Всевышний Аллах, любое бедствие постигает вас за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое. То есть, когда человек совершает грехи, эти грехи оборачиваются, то есть против него, и это приходит наказанием. И когда раб Аллаха признает, что все неприятности постигли его по причине его грехов, то он обратится к раскаянию. Он покается и попросит Аллаха Субханаху ва Тааля о прощении, из-за которых он подверг его этим наказаниям, вместо того, чтобы упрекать, порицать. Если ты увидишь человека, который плохо говорит о людях, если те причинили ему страдания, не осуждая себя и не моля Аллаха о прощении, то знай, что он попал в настоящую беду. Но если он раскается и будет просить дуа о прощении, то обернется это для него милостью. Али, радийаллаху анху, сказал очень такие ценные слова. Он сказал: пусть раб Аллаха ни в коем случае не обращает свои надежды ни на кого, кроме своего Господа. И пусть раб Аллаха непременно боится лишь своего греха. И пусть раб Аллаха боится своего греха. Слова Али ибн Абу Талиба. Почему? Потому что грех обернется для тебя наказанием, обернется для тебя несчастьем и проблемами. Также передают от Али ибн Абу Талиба и других, и они говорили: любая беда обрушивается лишь из-за греха, и проходит она лишь по причине раскаяния и покаяния. То есть, когда приходит проблема, трудность, покайся. Покайся Аллаху Субханаху ва Тааля, попроси у Него прощения за свои грехи. Ведь те наказания, те трудности, которые приходят, они приходят по причине твоих грехов. Один из ученых, разъясняя некоторые смыслы этого ясного коранического правила, сказал: а разве есть в этом мире зло,
и недуги, разве есть в этом мире зло и недуги, причины которым ничто иное, как грехи и ослушание Аллаха? Есть такое же, есть какое-то зло или недуг какой-то, да, какая-то проблема, которая возникает у человека, причиной которой является не что иное, как грех. То есть он этим хочет сказать, что любая беда, которая идет, она по причине грехов. Если мы посмотрим, что вывело наших праотцов из рая, по причине чего Адам и Хава вышли из рая, из обители наслаждения, счастья и радости, из-за чего они были выведены из рая, к печали этой, к этой земной жизни, к этим каким-то трудностям. Почему они были выведены? Из-за греха. Из-за ослушания Аллаха, которое они совершили, они были выведены из рая. Что вывело Иблиса из небесного царства? Почему Иблис был проклят? Почему он был изгнан, извращен как внешне, так и внутренне? Почему его внешность стала самой что ни на есть ужасной и страшной? Почему вместо приближенности он удостоился отчуждения? Вместо милости проклятия, вместо красоты уродства, вместо рая он удостоился пылающего огня. Все, что грех. Причиной этому был грех, который он совершил. Он проявил высокомерие. Совершил грех. И по причине этого он был проклят. По причине этого он был изгнан. По причине этого он навечно попадет в ад из-за греха. Что привело все человечество к потопу? Почему Аллах Субханаху ва Тааля потопил все человечество, когда вода покрыла верхушки гор даже? Что настало губительный вот это стал потоп. Все умерло, кроме того, что находилось в ковчеге Нуха, алейхиссалям. Что привело? Грех привел. Несправедливость привела к этому. Почему селение народа Салиха, селение народа Гуда, селение народа Лута были подвергнуты наказаниям, страшным наказаниям по причине грехов? По какой причине фараон со своим народом был потоплен в море? По причине греха. Почему Карун ушел под землю вместе со своим богатством? По причине греха. И всему причиной являлся грех. Несправедливость. Сколько сейчас на земле несправедливости? Сейчас сколько несправедливости на земле? Сколько греха сейчас на земле? Возьмем только наш город. Страшно подумать. Страшно подумать, что может произойти. Разве мы не боимся наказания Аллаха Субханаху ва Тааля, которое может постигнуть нас? Разве мы не внимаем тем историям, которые Аллах Субханаху ва Тааля приводит в Коране? Наказание, которым Он подверг народы, уничтожил их, заменил их другими. Разве мы не боимся этого? Разве наша гордость выше этого? Почему мы не хотим признать свои грехи? Почему мы не хотим признать свою несправедливость, свою слабость и покаяться? Имам Ахмад, да помилует его Аллах, сказал, что нам поведал Аль-Валид ибн Аль-Муслим, который передал, что ему поведал Суфьян ибн Умар, которому поведал Абдурахман ибн Джубайр ибн Нафи от его отца, сказав: когда был открыт Кипр, народ был разлучен, и люди начали плакать по друг другу. И он говорит: я увидел, как Абу Дарда, радiyallahu анху, сидит один и плачет. И я спросил: о, Абу Дарда, почему ты плачешь в тот день, когда Аллах возвысил ислам и его последователей? И он ответил: горе тебе, о Джубайр, насколько ничтожны творения для Аллаха, насколько ничтожны творения для Аллаха, всемогущий Он и велик, когда они оставляют Его повеление. В то время как они были народом сильным и побеждающим, имея власть, они оставили повеление Аллаха и ослушались Его, и начали творить беззаконие, и они оказались в таком положении, то есть
Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, очень подробно разъяснил последствия грехов и губительную покорность Аллаху. То есть, и он сказал, что это приводит человека к болезням, к трудностям, к испытаниям. И необходимо понимать, что неправильно сводить перечисленные виды наказаний лишь к физическим или общим наказаниям, на некоторые из которых указали ученые, как, например, разрушение домов, потоп, тюрьма, телесная боль и так далее. То есть эти вещи все, погодные какие-то катаклизмы, которые происходят, это все происходит почему? Бима касабат айдин нас. То из-за того, что сделали, то есть совершили людские руки. Речь также идет о том наказании, которое поражает сердце, делает человека беспечным и черствым. То есть по причине грехов, по причине несправедливости человек становится беспечным и черствым. Так что если даже перед ним столкнутся горы, что если даже перед ним произойдет какое-то чудо, то он не задумается и не извлечет из этого урок. Более того, этот народ, который бесчинствует, который совершает грехи, видит, как растет и приумножается благополучие его в этом мирской жизни, и забывает о том, что за каждое бесчинство нужно будет отвечать. То есть все народы, которые совершали несправедливость, они обманывали своим положением. Например, племя Салиха, алейхиссалям. Они гордились, они обманывались тем, что они были сильными, они строили дома себе в горах, внутри гор строили себе жилища. Они считали себя сильными, они считали себя уверенными. Фараон, у него была власть, богатство, подчиненные, рабы, все было. Он был обманут этим. Карун был обманут своим богатством, своей властью. Также человек, который творит несправедливость, пусть не обманывается своим положением. Пусть не обманывается тем, что у него богатство, что у него власть, что у него какие-то возможности. А ведь это самое страшное наказание. Аллах Субханаху ва Тааля может наказать этого человека самым страшным наказанием. Задумаемся над следующими словами Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, который говорит: «Мы уже отправляли посланников к народам до тебя. Мы подвергали их нищете и недугам, дабы они стали смиренными. Почему же, когда их поражало наше наказание, они не становились смиренными? Их сердца ожесточались, а шайтан приукрашивал для них то, что они совершали. Когда они позабыли о том, что им напоминали, мы распахнули перед ними врата ко всякой вещи. Когда же они возрадовались дарованному, то есть Аллах Субхану ва Тааля открыл сначала им всем блага, все возможности дал, богатство и так далее. Когда они возрадовались дарованному, мы схватили их внезапно, и они пришли в отчаяние». То есть это еще раз является доказательством того, что Аллах Субханаху ва Тааля может дать тебе богатство, тебе дать величие, возможности, все может дать, но потом внезапно, когда ты будешь не ждать ничего, Аллах Тааля не внезапно может наказать за ту несправедливость, за те грехи, которые ты совершаешь. И просим Аллаха Субханаху ва Тааля, у Аллаха Субханаху ва Тааля защиты от того, чтобы не оказаться в числе тех, о ком идет речь в этом аяте. Мы просим Его, чтобы Он по своей милости и щедрости принял наши раскаяния и показал нам на наши ошибки, чтобы мы увидели свои ошибки и покаялись, чтобы Он не сделал наши сердца черствыми, чтобы Он не наказал нас за поступки глупцов среди нас. Ведь поистине Аллах Субханаху ва Тааля всеслышащий, отвечающий на дуа. И то есть из этого правила мы извлекаем урок. Во-первых, то, что нас постигает, какие-то беды, трудности, они нас постигают каждого. Они постигают нас практически каждый день, какие-то проблемы, какие-то трудности, какие-то в разной сфере, да, в работе, в семье и так далее. Мы должны понимать, что это из-за наших рук, из-за того, что совершают наши руки. И мы должны всегда каяться, всегда возвращаться к Аллаху, делать тауба, признавать свои ошибки. И должны понимать, что Аллах Субханаху ва Тааля может наказать нас в любое время, когда мы даже не ждем. И также мы должны начать
исправлять наши семьи, начинать с семей, призывать их к поклонению Аллаху Субханаху ва Тааля. Ведь если на самом деле мы посмотрим вокруг, то увидим, что везде творится бесчинство, везде творится несправедливость, везде совершается грех вокруг. И страшно мысль, то, что Аллах Субханаху ва Тааля может наказать за эти грехи, может ниспослать свое наказание в виде разных вещей. Просим Аллах Субханаху ва Тааля простить нас за наши прегрешения и ввести нас в райские сады. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейхи. Ассаламу алейкум. الله أكبر الله أكبر الله